Давайте мы сразу оговоримся, вы эту презентацию сможете взять, да? Чтобы мы не отвлекались, не отвлекались на фотосессию. Меня зовут Овсянникова Наталья, тут, если что, я подписана. У нас основная тема, как я ее называю, все то, что касается всех дис. Дислексии, дисграфии, диспраксии. И дальше у нас сейчас новый термин называется легостения. Это когда у нас всего сразу понемножку. Когда детей вот такие ощущения, что их немножечко там, немножечко там, немножечко там. В принципе, детеныш у нас шикарный, но везде у него маленькие такие нюансы возникают. Значит, то, что касается всех этих диагнозов, так как эта тема достаточно обширная, я буду понемногу говорить, будут отдельные вопросы, вы будете потом их задавать. Я скажу, мое основное такое направление будет, чем мы можем помочь с точки зрения закона. Потому что, например, мы можем оказывать небольшое количество коррекций, но если мы условно в каком-то месте корректируем, ребенок поместился в школу, где ему не создают особых условий, это практически бесполезно. Потому что на самом деле нам важно учитывать два нюанса, то есть корректировать это одно, создавать условия другое и обязательная система оценивания. И, скажем, я вам укажу те документы, на которые вы можете ссылаться, но при том, что это положение прописано в Министерстве образования, у меня есть несколько нюансов. То, что касается нашей отечественной педагогики и психологии, вернее педагогики, все вот эти диагнозы, они у нас идут отголосками из педагогики. То есть когда-то была госпожа Лалаева, которая разработала все вот эти нюансы, и мы используем вот эти клише, начиная с 60-х годов прошлого века. То, что касается современных направлений, и касающиеся психологических нюансов, они практически нигде не прописаны. Поэтому, например, когда вы работаете, вы говорите, что у нас, скажем, ребенок хорошо развивался, и только, например, в 3 классе возникли эти нюансы, потому что до какого-то времени просто они активно не замечались. Ребенок был, скажем, такой примерный, он сидел хорошо на первой партии, учителя у нас не все на это обращают внимание, и он до 3 класса, пока не начались эти контрольные, он спокойно проходил. Дальше, соответственно, например, почему это возникло, были психологические предпосылки, которые на самом деле вам специалист объяснит, когда они какими нюансами проходили. Вот. Итак, значит, что такое у нас дислексия, дисграфия, диспраксия и легостения? Я детям, своим клиентам обычно объясняю, когда они говорят, что такое, как мне с этим жить. Я объясняю так. Вот у меня миопия, да, то есть у нас тут есть тоже люди с миопией. Это не хорошо, не плохо, я не умнее, не страшнее никак. Но мне нужно всегда использовать определенный аппарат для того, чтобы я себя комфортно чувствовала. Когда у человека дислексия, это не хорошо, не плохо, просто по-другому обрабатывается информация. Дисграфия то же самое, диспраксия то же самое, просто по-другому. И когда мы доносим до ребенка, как эту информацию, когда говорит, удобнее, конечно, когда у нас ребенок хорошо пишет, вообще идеально удобно. То есть и главное, еще сам занимается. То есть и вам так приятно такая медалька на грудь родителей, что вообще все хорошо. И тетрадку можно показать, и на Фейсбуке поместить 28 книг прочитал с такой-то вообще классно. Но от таких детей практически не ожидайте разработки нового космического корабля, какой-то нового открытия 15-й ноги у черепахи и так далее. То есть у нас всегда есть медаль двусторонняя. Поэтому если у нас этот набор есть, мы выдыхаем и ждем, где бы нам открытие новое сделать, да? И честно себя тешим тем, что когда-нибудь будет момент, когда вы его Нобелевку на что-нибудь потратите. Но какое-то время вам придется просто... я шучу, когда родители говорят, что мне делать? Я говорю, как обычно, мы к этим диагнозам маме рекомендуем магний B6 и спокойно живем дальше. Потому что есть нюансы, которые вам нужно просто пережить. У родителей, педагогов ресурсов нет. Просто. Для того, чтобы это открыть, тетрадочку выдохнуть, закрыть, сказать, ничего, пойдем там что-нибудь другое поделаем. Да, то есть у нас есть чем... Да. Зато это, знаете, немножко такого, Ольга, с таким, терпением, хоть какое-то достанет. У них на самом деле очень больше, много достанется. Так, если жизнь со всеми этими дисами. Итак, что такое дети с диспраксией? Значит, получается так, я вам буду на себе показывать.
Значит, что такое диспраксия? Да? Это когда вы наблюдали, на самом таким тяжелом клише ложится на практически всех детей. Это когда ребенок пишет всем телом. Да? Вот, то есть, например, вот сейчас попробуйте на себе. То есть напрягите вот так сильно руки, так, чтобы у вас вот здесь все задеревенело. Вот эту руку прям вот впейтесь в стол, ноги у вас прям вот скребут полы. И вы таким путем пытаетесь написать слово. У вас тело не может, то есть мозг не может давать приказания отдельной руке. Если у меня, например, нет диспраксии, то я пишу только кистью. И 2 часа могу писать, а здесь я могу еще кому-нибудь спинку шкрябать. Да? То есть я могу делать разные вещи. Дети с диспраксией, они целиком, они такие у нас комплектные. Да? Соответственно, что получается? Когда ребенок с диспраксией кладет ручку, то стол почему-то двигается, да? То есть он всегда кладется мимо. Он достает пенал, так как у него нет согласованности, у него пенал весь рассыпается. Обычно в самую контрольную работу, да? В самую тишину, когда есть проверка в классе. Естественно, что на него все смотрят. Когда человек идет, то есть вы понимаете, да, как человек ходит в косяк, да, то есть ребенок с диспраксией, у него всегда косяки переносятся. То есть он всегда то в одно место упрется, то в другое, то в третье. Люди с диспраксией, они живут, конечно, хорошо, но у них есть такие нюансы. Они не чувствуют границ. Да? То есть, например, человек с диспраксией, он как садится. Вот не важно, что здесь стоит сумка. Он сел, он подумал, ай, сумка. Или там документ лежит, ай, он потом подумал. Да? То есть, естественно, эти есть нюансы. Чем это заканчивается обычно для людей? Его либо пихают, но для диспраксика пихание это нормальный образ жизни, то есть для него никак. Кто-то выражает недоумение, а он попихался, и дальше, знаете, вот когда ребенок с диспраксией сидит, в садике, особенно на утренниках, это хорошо заметно. Вот когда они сидят вот на скамеечках своих, да, вот диспраксик, он начинает шататься. Неинтересно сидеть просто. И дальше начинает уже весь ряд шататься. Дальше он начинает выпихивать. Он выпихнул, упал, дальше сел. Вот эта вот катавасия, она как раз вот этими детьми диспраксией. Проявляется чаще всего это в таком ужасном почерке, в медленном почерке, в несоблюдении строчек, вот когда мы говорим про отступление клеточки и так далее. Они, когда пишут, у них вдруг неожиданно заканчивается страница. Поэтому мы пишем вот так. Вот. А дальше, например, когда вот учителя обычно говорят, у нас редко учителя бывают диспраксиками, редко. Они там другое. Поэтому, когда учитель берет тетрадочку, на котором пили чай, кофе и еще 2 бутерброда, она в ужасе, она не понимает, как так можно жить. А ему нормально, он же перелистните. То есть там же вот есть ответ, да? То есть дети с диспраксией, они не понимают, что такое аккуратно сделанная работа. То есть для них, то есть вы говорите про несуществующие критерии, они вообще просто не понимают, о чем вы говорите. Дальше у нас диспраксия, если мы им объясняем, каким образом, то есть они могут жить, то есть мы им даем на любой писанину двойную норму времени, да, у нас это есть в законе. То есть, когда мы детям это выставляем, естественно, у них, например, идет не 40 минут он пишет диктант, а пишет, например, 1,5 часа. Более того, они диктанты пишут необычно, да, потому что у них нет возможности вот так написать диктант. Потому что пока он писал слово, допустим, словарное чувство, и он в это написал, он выучил же эту букву вчера, он ее написал. Но с оно не уместилось у него. Соответственно, дальше у него однозначно слово становится ошибочным. Соответственно, мы говорим о том, что для таких детей нам нужно использовать тетради с печатными основами, где они вписывают ошибки, где они вписывают математические решения и так далее. Мы создаем им адекватные условия. Более того, в старших классах и детям диспраксии, так как у них идет такая моторная или называется кинестетическая дисграфия, мы им предлагаем использовать диктофоны на уроках, потому что самое страшное слово для них – это сделать конспект. Просто вот если можно человеку в ужас привести, это вот конспект сделать. А конспект у нас обычно, любят учителя это делать. Дальше, что такое у нас дислексия, да, в этом же понятии дис? Это нарушение чтения. И мы не будем говорить о том, что там 5 видов, есть разные предпосылки и так далее. Я вам покажу, что такое чтение для дислексика. И почему со стороны это смотрится как издевательство ребенка над родителями. Для него любая буква, сейчас попробую вам идти. Да, вам. Вот. То есть, например, у нас идет чтение, да? То есть у нас есть буква А. Он увидел нормально, букву знаешь, буква А. Окей. Дальше эта буква А у нас она у нас каким-то образом идентифицироваться и залечь в мозг. То есть вот она у нас есть. 3 палочки, все хорошо. Дальше, пока мы следующее, в этот момент может быть что угодно. Кошка пробежала, кто-то выдохнул, и у нас эта буква А из 3 палок может превратиться в Н и
П во все что угодно. И дальше получается, почему дислексия, ну, скажем, воюет, да, некоторые говорят, что ее нет как таковой. У него нет типичной ошибки. Он букву А может читать каждый раз сюрпризом просто новым. По той простой причине она у него каждый раз может по-разному раскладываться. И дальше выдаваться опять как, ну, такой вот интересный нюанс. Вот, то есть вот, например, сейчас я вам покажу, вот эта буква, у нас 3 палки, ну, буква А, которая может превратиться, хотите в А, мозг волшебный, хотите в И, ради бога, хотите в П, и при этом ребенок начинает честно перебирать. То есть у него нет стабильного образа. Он начинает это просто методом перебора возникать. Там у нас будет И, О и так далее. Сейчас особенно детям тяжело читать. Ну, вот, например, я за собой в контексте своем. Я сейчас сижу в маске, ну, работаю практически. И с лица невозможно ни с чего считать, да. И дальше у него еще больше вариантов появляется, потому что нет возможности прочитать. Дальше что касается письменных, вот еще веселее. Вот эта комбинация, она вообще может во что угодно превращаться. Хотите? Можно вот это. Вот. И это у него все в мозгу так происходит. Хотите так? Или хотите еще хвостик дописать. То есть, соответственно, когда мы говорим про ребенка, про его оценивание, то мы, соответственно, перечисляем все варианты ошибок, которые у него могут быть. Вот это называется функциональные ошибки. То есть он их допустил не потому, что лентяй, лоботряс на уроке не сидит, ну, то есть весь перечень негативных, а потому что у него таким образом обрабатывается мозг. Мы с детьми в 9 классе в этом году сдавали экзамены, то есть выпускные с 9-классниками. И школа говорит, дайте нам хоть какой-то документ для того, чтобы, ну, я учитель, я понимаю, что ребенок умный, как мне это оценить, да, или каким образом мне это сделать. И есть 2 школы, которые директор, завуч, ну, весь спецсостав, когда они взяли мои заключения, говорят, хорошо, что нам с этим делать? Я говорю, берете диктант, чудо Леши, и начинаете отмечать все функциональные ошибки просто вот этим текстовым маркером. Вы их не оцениваете. И дальше у нас получается, вот у ребенка написан диктант вместо привычного 0 на 8 баллов. Леша потом говорит, ой, я даже не знаю, что мне с этой 8 делать теперь. Ну, вообще первое за всю его, да, 9-летний стаж работы, да. И вот он ходил, он даже не знал, куда себя посадить. Потому что для него, во-первых, этот труд был огромный, но это было первый раз в жизни, когда его оценили, то есть он работал, и его оценили работу. Потому что до этого, получается, что бы он ни делал, он все равно поставит запятую не там, где есть она. По той простой причине, что причастие, депричастие – это та пространственная ориентировка, которую дети дислексии не понимают. Просто. Для них вот в английском языке слово герундий называется просьба не выражаться просто. Потому что куда их ставить и как это, ну, фраза буквально «я оглянулся, посмотрите, чтобы оглянулась она», все, у них даже мозг кипит. Потому что нет вот этой пространственной ориентировки. И, соответственно, если мы говорим опять же про детей дислексии и диспроксии, у которых нарушены пространственные ориентировки, у них есть еще такой момент, нюанс и в межличных отношениях. Потому что пространственные ориентировки – это точное понимание иерархии отношений. Поэтому дети с нашими ДИС, они немножечко без тормозов, с нарушенными границами личными и так далее. Такие, знаете, очаровашки, которые могут висеть на ком-нибудь, куда-нибудь сесть, либо не сесть, ну, то есть и так далее. То есть, но это их нюанс. Они не выстраивают иерархию. Поэтому любое взывание к совести, оно просто хорошо отскакивает. Вот, ну, как это, совесть зашла, никого не нашла и вышла. То есть у вас есть какая-то иерархия, вы понимаете, что, наверное, директор – это что-то страшное. Они, ну, скажем, ну, если их сильно наказывают, да, то, естественно, они могут иметь какие-то предпосылки, если их не наказывают, ну, так вот, ощутимо для них именно, то, естественно, ну, директор, да, ну, наверное, что-то неприятное, но они еще очень хорошо умеют уходить из ситуации. То есть, потому что для них, вот, вас нет, я опустил глаза, и какое-то там опять радио, ну, дети некоторые говорят, бла-бла-бла, роль плохого героя. Причем нормально второклассники говорят, а приходила это. Я говорю, кто? Ну, это бла-бла-бла, роль плохого героя. Я говорю, директор, что ли? Он говорит, ага. Для них это нормально. У них нет, скажем, зависимости вот от статуса человека. То есть для них это, скажем, идет нарушение. Так, смотрите, значит, что у нас происходит, опять же, да, вот с нашей дислексией. Когда ребенок начинает читать, 3 палки, видите, да? То есть они у нас пошли анализироваться. Эти 3 палки должны удерживаться. Дальше кто-то подсунул букву Е, а там 4 палки. То есть 3 палки плюс 4 палки, в мозг, да? Это вы, скажем, не имея, но некоторых нюансов, вы можете букву Е, ну, нормально буква Е. Для него это нормально раскладывается. И смотрите, дальше мы уже сколько? 7 палочек удерживаем.
Дальше у нас еще кто-то подсунул что-то. И вот этим образом мы начинаем складывать у себя вот этот багаж. Дети с дислексией говорят о том, что у них буквы сбегают. Да? То есть они сбегают, они разбегаются, то есть у них какая-то склоченность появляется, да? Это называется краудинг-эффект, когда у них все вместе и вообще непонятно, что происходит. Потому что у них буква не является буквой, ну, то есть какой-то картинкой, у них каждый раз является вот что-то сюрприз, который нужно постоянно перекодировать. И понимаете, насколько это сложно для мозга, сколько сил на это уходит, и поэтому, когда вот ребенок домучил первую строчку, а тут мама добрая и учит, а теперь давай вторую. А на вторую уже сил нет. И вторая, например, может просто перебираться буквы. Опять же, то есть, постоянно перекодирование. Например, если, я обычно могу пошутить, говорю, давайте вы начнете, как родители, учить китайский, там же бесконечно эта перекодировка, да? Вот этот, скажем, иероглиф в контексте вот с этим хвостиком будет так или так, то есть вы бесконечно это будете делать. Наверное, вас даже на строчку не хватит, вернее, на колоночку в их понятии. Вот. И у нас получается, то есть вот пока мы дошли, мы дальше идем. Но у нас еще возникает на этом фоне маленький нюанс. Практически у всех детей с дислексией, практически у всех, у них очень маленький объем оперативной памяти. То есть удерживать вот это все практически невозможно. Поэтому они еще как-то перекодировали вот это все, доковырялись до куда-то. А дальше там самый подлый вопрос со стороны взрослых. Так о чем ты прочитал? Боже мой, я тут буквы кодировал полдня, а тут еще о чем-то прочитал. То есть дальше вот этот все ракурс, обратное возвращение, это практически становится нереально для них работа. Поэтому, естественно, что в этом контексте любовь к чтению не возникает. То есть, если я условно вам буду говорить, вот вы сейчас плиточку переложите на улице, не так ровненько, а давайте заново, а давайте вы переложили, а теперь еще не тот слой, да? И вот эта работа, которая для них является бессмысленной, она является очень трудоемкой. Это то, что касается у нас, скажем, чтения как такового. Дальше у нас чаще всего возникает это из-за чего? Как дислексия, дисфраксия, да, у нас обычно есть бесконечное желание найти виновного, как будто нам от этого станет легче, да? Обычно ищут в папах. Мама приходит на консультацию, ищут в папах, папа приходит на консультацию, ищут в бабушках. Понятно, по чьей линии. Вот. Потому что себя это проще. Хотя есть люди, которые говорят, да, так у меня же такое же было. Я говорю, заметно, как вы входили в дверь. Вот. Но это видно на самом деле. Мы говорим о том, что дислексия, дисфраксия, 60% это наследственное. Но обычно говорят так, я же такая классная, папа такой у нас классный. Почему у нас ребенок такой? Говорит, вы классный, безусловно. Папа вообще шикарно, обалдеть. Но просто был маленький, нюанс был такой. То есть ваша клетка имела какое-то такое очарование. То есть вот чуть-чуть это было очарование. И у папы было свое очарование. Когда они состыковались, получилась дыра. Просто. Дальше мы вот с этой дырочкой клеточку поместили в неблагоприятные условия развития. Неблагоприятно. Что такое неблагоприятно? Это когда, например, нам в год вступило идти в Академию развития. Вот честно, вот в год. Для того, чтобы мы быстренько, а то вдруг мы что-нибудь упустим, потому что надо к школе готовиться. Я говорю, можно, мы не будем каждый раз к чему-то готовиться. Да? То есть дальше у нас прям с первого класса начинается, как же вы будете поступать в вуз? Да. Вот. А в ВУЗе, соответственно, а как вы на пенсию заработаете? Я говорю, а когда мы в этих перерывах будем жить? Да? То есть мы все время к чему-то бесконечно готовимся. Когда были эти установки во времена Маяковского, было понятно. Да? То есть это нужно было строить с такими ресурсами, с разрывами и так далее. Сейчас немножко другое время. И дети теперь пытаются максимально оттянуть счастливое детство, и при этом родители честно бьют тревогу и говорят, мой ребенок не хочет взрослеть. Я говорю, зачем? Так классно все. Хочешь, сидишь, играй в трансформера. Хочешь, что играй. Зачем ему думать о завтра, если ему здесь сейчас хорошо? Когда дети, условно, мое поколение, оно жило, мы, естественно, что думали, сейчас этого нет, там через 4 года здесь будет город сад и так далее. То есть мы росли для чего-то. Но здесь, соответственно, достаточно проблематичная ситуация с тем, что ситуация для детей другая. А воспитываем мы по тому же коридору, в котором мы были сами. И дальше получается, с одной стороны, у нас эта неблагоприятная клетка помещается, я ее называю дефицитарная клетка, помещается в неблагоприятные условия. Это первое. Дальше, естественно, мы начинаем образовательную среду создавать, которая идет против детей. И если мы говорим о том, что, например, опять же к тому прошлому, у детей было хорошее босоногое детство, с собиранием камушков в кармане, с ковырянием палкой, с тем, чтобы мозг успевал оттормозить,
то сегодняшняя современная ситуация в образовании, это называется, мы сели в вагонетку какую-то и бесконечно за экспресс-поездом бежим. То есть объем неимоверный. При этом, например, я очень часто общаюсь с учителями русского языка и литературы и имею опыт просто, как это сказать, прочитывания правил по русскому языку, имея филфак, я такая 5 раз прочитав, пыталась объяснить, вот зачем вот можно было как-то специально умудриться запутать так, чтобы никто не догадался, про что же было правило. Соответственно, то есть у нас идет изначально, начиная, например, очень много заключений таких вот на стороны ребенка там в 4 года, нет абстрактного мышления. Я говорю, да ладно, ну что, должно появляться. Чего это его нет там? Или тогда, то есть у нас идет смещение нормативов, оно идет и под угоду, как бы под, скажем, запрос общества, да, когда мы говорим о том, что нам не рекомендуются групповые виды спорта в дошкольном детстве. А у нас футбол, который групповой вид спорта, начиная там с 12 лет, по идее, должен был быть, его перемещают на 3-летние. И не понимают, почему это дети в 3 года, им дали мячи, и они в углу сами по себе играют. Я говорю, вот тут ребенок абсолютно нормальный. А тот, который стоит и честно ждет, я говорю, значит, там что-то как бы нарушено. Другие нормативы стали требоваться. То, что касается чтения раннего и так далее, потому что то есть, раннее обучение чтению, вот все родители говорят, нет, вообще буквы не давали. Я говорю, честно. И ребенок такой, нет, мы только вчера 1 страницу прочитали. Знаете, когда вот эти щуки там 4 года стоят, 1 страницу. Я говорю, да, классно. Я говорю, и как? Ну, то есть это идет не то, скажем, развитие, которое ожидаемо. Потому что, во-первых, символическая деятельность оттягивает мозг, а мозг, он ограниченный. Если мы отсюда оттянули, здесь дыра у нас получилась. Дальше, если вы не в состоянии пережить какой-нибудь, ну, то есть вот вы вложили труд, да, а вам не нравится. Но здесь, ну, большинство женщин, да, то есть, вот, например, вы готовите торт. Все говорят, вы опять его готовите. А следующий раз проигнорировали. Через сколько вы бросите готовить торт? Ну, наверное, некоторые на 1-й раз, некоторые до 3-го дотерпят, да? То же самое с чтением. Если я выучилась читать, да, прям вот классно прихожу в садик, а там все бегают с копьями, и мое чтение никому не нужно. Я опять выучилась читать, прихожу, а там все, например, Барби кости заплетают, да? Опять это социально не востребованное. Дальше через какое-то время происходит, что меня дома тиранят, мне некогда машинку покатать, социум мы не признает, моих заслуг только мама может похвастаться на табуреточке, когда меня, ну, какой-то там день рождения у бабушки поставят. Но это минимум, то есть я же не хочу быть похожа на бабушку, я хочу быть похожа, как там Маша или Петя из группы. А они классно, вот у них обалдуйство прям вот, ну, развивается везде. Я хочу, как они быть. А мне тут к бабушке, да, вот, ну, как бы сверять. Вот ты пошла по стопам бабушки. Бабушка у нас профессор, ты будешь. Вообще не прикольно. Соответственно, дальше у нас получается, я не хочу читать. Мне это не интересно. Мне это никак не, ну, как бы, плюс в карму не работает для ребенка, да. Соответственно, дальше я начинаю отторгать. И практически все дети, которым мы очень хорошо с Академии наук начинали, в начальной школе, они, получается, им неинтересно. И дальше идет отторжение. Плюс появляются физиологические особенности. Дальше еще у нас есть огромный разрыв между тем, что мы вкладываем в детей в дошкольном детстве, и то, что они становятся востребованным в школе. Например, в дошкольном детстве, ну, если есть мама мальчика, да, то есть когда вы там изучали динозавров, скелетов, нормально, прям вот полжизни на это положили, да, с игуанодонами и всеми остальными. И он приходит такой, он уже знает все, и, ну, всех их знает, знает, где какой там зуб был найден. А это никому не нужно. Ему Пришвина подсовывают. И у него как раз вот появляется вот этот первый диссонанс. Пришвина он пытался прочитать, так и не понял, что это даст, если он прочувствовает желтизну листа. И дальше ему вот это подсовывают, а он не понимает, говорит, ну да, прочитал, дальше что? То есть он-то в другом мире живет, он в темпе живет, он живет в какой-то смысловой структуре, там нет смысла. Просто когда Пришвин писал, это как раз для людей условно 30 с плюсом, когда вы уставшие от всего идете по лесу. И вам вот так это на душу падает, вам так хорошо, замечательно, но это не текст для ребенка. Понимаете, и получается дальше вы попадаете в этот диссонанс. То есть мне бы тут что-нибудь взорвать бы, а рассказываю просто, как я с одним ребенком мы начали читать. Я далека от оружия, ну, просто в параллельных мирах находимся мы. Но мы начали читать с инструкцией автомата Калашникова.
Вот я ему распечатала, в шрифт нормально перевела, и он спокойно сидит, пишет, говорит, а можно мне в автомате Калашникова правила выучить? Я говорю, ладно. То есть, иначе я тут, мне через них говорит, а что ты автоматами Калашникова стала увлекаться? Ну, особенно на фоне событий, да? Я говорю, ребенок читает только вот это. Дальше я какие-то танки 34 изучала и так далее. То есть именно в контексте то, что ребенку интересно. Так как у нас не интересно, то оно возникает у нас на уровне диссонанса. Дальше. Значит, по поводу, вот, что у нас лежит в чтении и что у нас может западать. Любой из перечисленных моментов, когда у нас западает, у нас ребенок перестает читать. То есть первое, это у нас дифференциация пространственных соотношений. Вот когда у нас буква А, она у нас не буква А. Это три палки просто. Когда у нас буква У, это тоже не буква У. Это вот так палка. Она же Y у нас появляется в английском языке. Дальше она у нас появится во что угодно. Там H в английском языке, ну и так далее. То есть это пространственные признаки. Когда мы говорим про детей с дислексией, и дисфраксии, да, потом, которым в дисграфию перейдет, мы говорим о том, что их пространственные признаки, их пространственные ошибки – это функциональные ошибки. Мы их не учитываем при оценивании на период коррекции. Потому что, на самом деле, из общения со многими клиентами получилась немножко такая, такая вилка, да, о том, что они говорят, ой, а можно вообще делать ничего не будет, вы нам дадите бумажку, учитель от нас отстанет. Я говорю, нет. Я говорю, нам все равно нужна коррекция, потому что ребенок с такими ошибками, он чувствует себя некомфортно. Например, скажем, нам повезло, что у нас практически не встречаются в соцсетях учителя, которые начинают исправлять ошибки. Когда Facebook только появился, это вот 15 лет назад, там были, вот прям вот видно, прям вот такая училка, как она пришла, и как она пошла вот в место там, то есть исправлять. А так как сейчас есть свободный доступ, то это, конечно, у нас Facebook пестрил ошибками. Может быть, просто у меня контингент филфака, то есть немножко так категория. Поэтому, то есть, ребенок чувствует себя некомфортно, потому что пространственные признаки, пока мы их не откорректируем, у нас, соответственно, будут периодически возникать проблемы. При этом с хорошим интеллектом нам будут такие вещи, как математика, геометрия и физика, будут просто недоступны, потому что там будут пространственные представления. И, соответственно, у нас ребенок математику завалит из-за пространственных признаков с хорошими математическими способностями, потому что пример в полстраницы он просто не допишет. Или там x в квадрате, он напишет x умноженное на 2. Дальше будет вот эта глупая ошибки и описки, которые он, соответственно, будет вот это перемещать. Поэтому, то есть, мы говорим о том, что эти ошибки есть, они у нас появятся, то есть на протяжении всей жизни будут иметь. Дальше. Расчлененность зрительного восприятия, графического изображения. Дальше у нас бывает такая вот эта расчлененность, это когда ребенок с дислексией, дисфраксией, он не считывает информации с лица. Когда он говорит, вот я там что-то там, к совести взывал, еще что-то, а он честно смотрит в лицо, и, со стороны родителей говорит, и делает наоборот. Я говорю, он не наоборот, он просто не понял, что у вас на лице нарисовано. Ваши брови, они у него не поднимаются, и вот здесь морщины в глазах не появляются. То есть он еще, если вы там стали... Посмотрите, фильм называется «Мой шпион». Он современный, очень смешной. Там как раз вот такое отсутствие мимики. Актер говорит, вот ты можешь считывать мимику? И приближается лицо. Тот говорит, да, могу. Вот. И дальше директор пытается изобразить что-то, а подчиненный спрашивает, говорит, а когда начинать? То есть он так и не понял, что ему уже что-то изображать, то есть он не считывает. У нас дети с дислексией, дисграфией, да, и с дисфраксией, они очень часто не помнят имена детей. Ой, мы там с девочкой играем. Как девочку звали? Девочка. Вот. А дальше там еще, они все на одно лицо. Да? То есть они для него на самом деле, мы говорим о том, что это у нас признак дезадаптации. То есть когда у нас все на одно лицо, у нас ребенок будет дезадаптирован. Поэтому нам это, естественно, нужно с вами корректировать обязательно для того, чтобы его просто обеспечить, что у него, я Ольге уже это рассказывала шутку, да, что у нас первая любовь должна быть первой, а не 15-й. Да? То есть потом будет вторая, третья и так далее. А не так, как в одно лицо прониклись чувствами, да, и так как оно у нас одинаково, мы с ним и живем, не понимая, что это не есть то, ради чего вообще было смысл появляться на свет. Дальше, способ анализировать целое, да, общий уровень осведомленности. Мы говорим о том, что практически все дети с дислексией, у них своеобразный уровень словарного запаса. С чем связано? Так получилось, что если мы анализируем людей с дислексией, там больше половины людей кинестетиков. То есть мы по-разному принимаем информацию, есть визуалы, да, главное, чтобы красивенько сидело, все, это у нас педагоги. Есть аудиалы, которым главное говорить, учителя у нас обычно 90% тоже
аудиалы, они ходят по рядам и сами с собой разговаривают. Ну, там тему какую-нибудь рассказывают интересную. А то, что ребенок кинестетик, он сидит на первой партии, и он Марию Ивановну идентифицировал с доской, да, сел, сейчас буду слушать. Все, ну картинка есть, да, более-менее напрягся, все. В окно не смотрю, кошка не интересует, камень не трогаю, все, сижу. Мама мне сказала, слушай внимательно, сижу. Марья Ивановна ей вступила ходить по рядам. И дальше вот эта информация туда, обратно. Дальше ты был в школе? Был. Слушал. Ты же тему записал. Как было? Не помню. И он не помнит, почему он не помнит. Он не понимает. А для него, на самом деле, периодически канал просто перерубали. То есть дальше, соответственно, вот у нас, соответственно, ребенок кинестетик, да, он не слышит. И пока мы ему аудиальный канал не сформируем, это будет, ну, был, да. Через какое-то время просто будет выключать у нас учителя, и всегда там есть чем заняться, потому что в карманах там всякая пылинка найдется нужная, он займет себя чем-то. Поэтому, то есть мы говорим о том, что у нас пока нет вот этого словарного запаса, мы его, вот именно тот, который нам нужен в школе, мы, естественно, будем, скажем, ну, иметь определенную дефицитарность. По той простой причине, что мы отсюда выдаем то, что нам туда пошло. Да? То есть, если у нас туда зашло кусками, то отсюда у нас тоже выйдет кусками. У нас логопеды, когда занимаются, ну, здесь всякими занятиями, да, то есть либо они пишут, они занимаются уже тем, что у нас есть, но туда-то еще ничего не пошло. И поэтому, естественно, они говорят, ну вот мы бились год, 2, 3, я говорю, так мы туда не вложили, как мы отсюда войдем. А если мы говорим, что визуальная, например, информация, она проходит обработку 4 пункта у нас, то аудиальная 7 пунктов. И где она там перерубится, ну, неврологи могут сказать, но практически вы со стороны не увидите это. И дальше, естественно, вот для людей кинестетиков, когда вы общаетесь с ними, то со стороны это смотрится так. То есть на вас смотрят глаза полные любви. Вы внимательно говорите, ты понял, да. Что делать? Ну и дальше говорит, я понял все. И делает не то вообще. То есть в лучшем случае, если рядом то, что вы просили, чаще всего вам кажется странно, что ты просто ребенок издевается. Да? То есть дальше вы начинаете там искать у него ну, какие-нибудь отклонения, какие-нибудь из того, что вы до этого начитались, с кем-то посоветовались, вам дальше еще что-то носили. И вы дальше начинаете у ребенка искать то, что вот, ну, по списку есть. Ну, читали, да, это «Трое в лодке, не считая собаки», Джерома Каджерома, где он, прочитав медицинскую энциклопедию, не нашел у себя только 3 болезни. То есть, соответственно, если мы поищем, мы очень хорошо найдем, ну, целый спектр различных заболеваний. Так, смотрите, значит, у нас получается словарный запас, да, мы для детей с дислексией, когда учим словарные слова вообще все, то одна из форм общения, да, и которую мы оцениваем, практически все учителя на это пошли, ну, когда я говорю, что как мы будем словарные слова учить, мы делаем так называемый словарь комиксов. То есть слово делается, лепится, фотографируется, что точно слепилось. Дальше к нему рисуется объяснительный комикс. Да? То есть это медленнее. Ну, например, мы слова на букву А, там сколько там, 13 слов в 4 классе, мы делаем 1,5 недели. Да? Но это слова этого ребенка. И дальше он с этим тазиком, коробка у нас. Специально мы едим до этого пиццу большую, чтобы у нас была коробка. Значит, он приходит и такой гордый, что ни у кого такого нет. Ни у кого нет слепленного словарного слова из фольги. Вот он такая звезда пришел, то есть у него комиксы и так далее, и так далее. Очень многие учителя идут на это. То есть они говорят, ну, на мате некогда заниматься. Я говорю, понятно, то есть вы не можете себе позволить вот целый урок лепить одно слово. Ну, там реально уходит час на это все. Я говорю, ну, это как домашняя работа, как в виде хобби и так далее, оно может приветствоваться. Тогда ребенок, условно написал что-то на 1, но имея, допустим, 2 десятки, у него и того неплохо получилось. Вот. Но про словарный запас понятно. Дальше у нас стратегия прогностической деятельности. То есть у нас дети с дислексией, так как они не считывают информацию, ну и диспраксии, у них нет стратегии выстраивать прогноз на ваши действия. Чаще всего, когда вы, если это ваш детеныш, и вы говорите, ну почему ты сделал то же самое? Помнишь, тебя Петя также предал? Помню, предавал. Не переносится абсолютно ситуация. Просто. И получается, что это люди, которые бесконечно пляшут на своих граблях. Понимаете? То есть у них вот эта оперативная память, она у них, то, что нам не дает читать, она у них переносится на стратегию поведения. И поэтому, естественно, мы говорим о том, что мы, когда работаем с прогностической деятельностью, да, условно, мы им делаем, преодолеваем их трудности, плюс мы формируем так называемую стратегию адаптивного поведения. Про оперативную память говорила, про регуляторную структуру. Да? А что такое регуляторная структура? Это когда я могу сам себя оттормозить. То есть, например, я писала слово «аллея».
Он у меня 2 Л писал. Но я же еще могу 2 Е заодно записать. Мне же не жалко, потому что я не могу оттормозить. То есть я как пошел. Либо самое страшное слово для людей с дислексией, диспраксией – это шиншилла. Ну, то есть понятно, да? И дальше я могу еще так полдня писать. Вот. То есть понятно, что одна и тот же элемент и так далее. Соответственно, у нас педагог, когда берет, он говорит, что это вот как раз трудности с регуляторной функцией. Дальше, соответственно, он выбивает ошибки, да, то есть выделяет буквы. И там, где это ошибка регуляторного плана, он ее оттормаживает. Либо когда там лишний хвостик дописал, либо когда он писал, например, ну не букву И, а букву там Ш дописал, где не М, а Л прописал. То есть это не ошибки безграмотности, да, как мы говорим. Это как раз ошибки вот этого регуляторной функции. Он не может просто вовремя тормозить. Либо, например, в математике то же самое. Когда он написал, например, 8 килограмм огурцов, да, а он может сказать 8 килограммов. Ну, нормально же писал, то есть понятно же из контекста. Причем, когда вот вы объясняете, что там нельзя это делать, ну, понятно же. Мне понятно, то, что вам непонятно, что килограмм это огурцы, то это, извините, это ваши проблемы. Вот. Поэтому то есть, здесь момент вот этой регуляторной функции. Мы про нее тоже обязательно говорим, и говорим о том, что да, она существует. Вот по поводу регуляторной функции, да, и структуры. Обязательно нужно еще, когда мы говорим, ну, тут пишем, как я говорю, инструкцию ребенка пишем по применению, и говорим, что у ребенка вот эти есть сложности. Значит, его нельзя лоб в лоб спрашивать. Будет очень высокий интеллект на вопрос, какой это цвет, будет думать, точно не черный. Ну, то есть будет перебирать вопросы в лоб для детей, эти противопоказаны, у которых регуляторная функция. У них сразу происходит блокировка. Все, они не знают цвета. И когда они проходят комиссии, вот эти дети, они, ну, вот это просто фэнтези, да, то есть вытворяют все, что можно. И дальше родители начинают краснеть, бледнеть, потому что, ну, как это, то есть они точно вчера все учили. А педагоги, если у них в другой момент появилось как бы желание повысить свою самооценку, они говорят, ну как это вот, мамаша, вы так занимались с ребенком, а мамаша честно говорит, ну вот энциклопедию прочитали, это сделали, то есть все сделали. Но так получилось. Он не может просто эти вещи сделать. Дальше мы говорим о том, что регуляторные структуры нам нужны опять же где? Для того, чтобы переключаться между видами деятельности. Да? И мы для детей вводим дополнительные ресурсы. Из моего опыта общения с педагогом, только один педагог пошел вообще на это, когда я просила, да, мне пошла подсказка. Вот, да, я уже поняла. Да. Скажем, когда у меня педагог согласился белорусский язык делать зеленым цветом, не синим. Тогда у ребенка просто дополнительно идет включение. То есть он русский язык синим цветом делал, а белорусский пошел зеленым. Когда мне говорят, что это не положено, я говорю, найдите мне положение, где это запрещается. Вот по поводу... Разные языки, разные... Да. Да, потому что, например, у нас есть такое понятие, как у нас есть леворукие дети, для которых отсутствует понятие твердый и мягкий знак. Я вообще не понимаю, зачем эту единицу ввели. То есть они их не понимают. А если, например, у нас параллельно проходит тема второе спряжение глаголов на русском и белорусском языке, то ребенок просто не переключается. И дальше появляются те ошибки, о которых мы говорим. То есть учил правильно, учил, применяешь, нет, не применяешь. Но дополнительный цвет позволит ему просто вот такие регуляторные функции переключить. И дальше я переключусь на... Синий с фиолетовым вы практически решаете. Ну, это прописано, что нельзя. Есть документ в формировании устной письменной речи, там написано, каким понимаете, да, что у нас понятие синий, голубой, фиолетовый, это вот такое все очень околонаучное, вот, что вы просто не докажете, что это фиолетово, да, потому что, ну, спектр же разный. Так, давайте вот про два подхода, у меня целых 1 минута. Значит, 2 подхода... Что? Даже половину заканчивается, нет? Да, 15 минут. Между парами 15 минут. я буду в коридоре, если что. Вот. Значит, у нас 2 подхода. Это психологическое благополучие и техническая помощь. Да? То есть вот 2 подхода, которые мы можем оказать. Первое, что такое психологическое благополучие, вот это сфотографируйте. Да? То есть у нас есть 2 положения. Одно 2011 года, смотрите, сколько детей могло быть спасено, и другое 2001 года. Значит, 2011 год. Но мы говорим о том, что дети с дислексией и дисграфией, они приравнены к категории детей с нарушениями речи. То есть это не дети с нарушениями, они приравнены по критериям. На основании этого они могут выбирать вместо диктанта изложение, вместо 40 минут 1,5 часа,
И, соответственно, дальше имеет вот такие нюансы. То есть у нас дислексия, дисграфия, синкинезия – это когда у нас рука не раскрыта. Ну, диспраксия то же самое. То есть когда у нас очень трудно вот нам долго писать, букв много. Вот. Значит, соответственно, вот у нас есть положение 2001 года, прям вообще 20 лет назад еще было разработано, когда у нас педагог имеет право организации образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей. Индивидуальные особенности прописывает психолог, да? И дальше это является уже положением. Школьник? Любой. Это я делала запрос в Министерство здравоохранения и образования, потому что, так как я являюсь частным психологом, мне сказали о том, что, говорит, мне это не интересно, вы частный психолог. Я говорю, на основании чего вам это не интересно? А говорит, вот у меня нет такого положения. Я же подготовилась. У меня запрос от Министерства здравоохранения о том, что мои заключения имеют такую же юридическую силу, что и заключение, скажем, структура. То есть абсолютно одинаковые, если вы лицензированный человек, то есть, прошедший лицензию и так далее. Вот. Дальше вот у нас перечень условий, да, какие у нас бывают. То есть у нас есть письменные работы, считаются функциональными. То есть вот там идет прям перечень функциональных. Вы это не фотографируете, потому что для каждого ребенка будет свой перечень функциональных ошибок. То есть это выписывает именно психолог, так как у нас являются психологические предпосылки для дислексии, диспраксии и так далее. Именно психолог, он говорит, что то есть у нас будут вот такие-то нюансы. Вот такой-то, вот такой-то, вот такой-то. То есть он прописывает, что ребенок будет допускать. Например, для леворукого ребенка я пишу о том, что то есть он будет путать все разделительные мягкие твердые знаки. Они для него отсутствуют. Он нормально напишет субъективный, без вот этого там разделительного. Он его не видит просто-напросто, никогда не видит. Это особенность леворукого ребенка. Дальше. Нуждается в дополнительном времени 1 к 2. Если самостоятельная работа предполагает 15 минут, значит ребенку отводится 30 минут. Если самостоятельная работа предполагается 40 минут, ребенку отводится в 2 раза больше времени. Если педагог говорит, я не могу, на самом деле в начальной школе там есть стимулирующие занятия, и то есть они по положению идут, естественно, это увеличивается. Вот. Дальше, предоставление возможности сделать аудиозаписи на уроках. Телефоны у нас у всех есть сейчас продвинутые, но это практически разрешается с 5 класса. То есть, начальная школа обычно говорит, но при этом на самом деле мы либо ребенка обеспечиваем дополнительными ресурсами, да, когда он слышит, потому что, чтобы ребенок с дислексией услышал другого человека, ему нужно знать, что с ним сейчас будут на эту тему говорить. Поэтому, то есть, он имеет, какой-то багаж, дальше отрабатывает. Дальше словарные диктанты заменяются объяснительными. То есть то, что я вам говорила, с печатной основой. То есть у него есть текст с пропущенными буквами. Контрольная работа итоговая по математике тоже дается на печатной основе, чтобы у нас огурцы с помидорами не перепутались и имело такое графическое представление. Ребенок может писать со всем классом, для того, чтобы у нас самооценка не влияла, но у него есть ресурсы дополнительно переделать. Дальше. Письменные домашние работы предоставят в печатном варианте. То есть, естественно, когда у меня спрашивают после 4 класса, чем нам летом заняться, я говорю, вот берете клавиатуру и осваиваете метод слепого печатания. То есть для ребенка с дислексией, дисграфией, диспраксией это единственный способ выживания. Но опять же, сейчас у нас существует много на диктовке и так далее. Дальше у нас письменные работы выполняются в тетрадях с печатной основой. Но это не те печатные основы, которые Аверсеф выдает, где печатная основа там линеечки нарисованы, и нужно еще полабзаца переписывать. То есть это не то, что мы имеем. Там как раз именно даты вставить, переставить, то есть нарисовать последовательность схемы и так далее. Следующее, совместное составление календарно-тематического планирования. У нас есть много коучев, вот они, соответственно, должны это все делать. То есть когда ребенку вот именно прописывают, что после чего, в календарь вносятся напоминалки и так далее. Так у нас пространственное нарушение, поэтому у нас конец месяца, он вообще в следующей жизни. Не завтра, в следующей жизни. Поэтому этого нет. То есть, соответственно, у нас дополнительные ресурсы здесь. Дальше у нас конспект. Это самое страшное слово в виде опорных схем и графических карт. То есть детям просто это обучается. И дальше эссе, сочинения, они в виде комикса выполняются, опорные схемы и так далее. Вот. Дальше, техническая сторона. У нас есть куча всяких приложений для детей с дислексией, которые переводят текст в удобоваримый шрифт. У нас есть хороший помощник Яндекс. Они выпустили такую замечательную ручечку, которую вот так ведется сканер, и она читает вслух. Да?
То есть у нас есть озвучка текста в PDF-ном формате. То есть все то, что нам помогает ребенку с дислексией и дисграфией ускорить процесс. Не когда вы сидите, а когда вы идете. И мы все книги, которые мы можем читать, они у нас озвучиваются. То есть мы ребенка готовим на урок литературы всегда с аудиокнигой. Ну, помимо того, что там нужно формировать аудиальную модель, это как вариант еще помощи. Все, я прям уложилась. Спасибо.